Худесова Аружан, ученица 7 класса средней школы имени Ауэзова. Волшебные числа в произведениях устного народного творчества. При изучении русского фольклора я заметила, что в пословицах и поговорках часто используются числа. Почему числа нашли свое отражение в русских пословицах и поговорках? Какова их роль в устном народном творчестве? Цель – исследовать пословицы и поговорки, в которых есть числа, провести сопоставительный анализ употребления чисел в русском и казахском языках. Гипотеза. Числа в пословицах и поговорках имеют магический смысл. Задача. Провести анализ литературы с целью выявления и классификации пословиц с числами. Определить, каким числам народная мудрость посвятила больше пословиц. Систематизировать пословицы с числами 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 100. Из истории пословиц и поговорок. У русского народа огромное множество количеств пословиц и поговорок. Трудно сказать, с каких времен они начали ходить. Появились они до того, как появилась письменность. Пословицы. Пословицы – краткие народные изречения с назидательным содержанием, народные афоризмы. В пословице есть второй смысл – это аллегория. Чем дальше в лес, тем больше дров. У пословицы есть родная сестра – поговорка. Они очень похожи на друг друга. Поговорка – краткие устойчивые выражения, не составляющие, в отличие от пословиц, законченных высказываний. 7 пятниц на неделе. Поговорка цветов, пословица ягодка. Самый большой сборник пословиц принадлежит Владимиру Ивановичу Далию. Волшебные числа в произведениях устного народного творчества. Народ очень часто употребляет числа в пословицах и поговорках, и у каждого народа есть свой сборник числовых символов. Я провела анкетирование на 2 языках среди своих одноклассников и получила следующий результат. Знаете ли вы пословицы и поговорки, в которых есть числа? Да, 88%, нет, 12%. Какие числа чаще всего встречаются в пословицах и поговорках? 1 – 25%, 3 – 5%, 7 – 30%, 100 – 50%. Приведите пример пословицам с числами. 1 в поле не воин, 14 человек. Одна нога тут, другая там, 8 человек. Согнулся в 3 погибели, 12 человек. 7 одного не ждут, 14 человек. 7 раз отмер, 1 раз отрежь, 13 человек. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, 20 человек. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, 8 человек. Сұрақ. Сіздер құрамында сандар бар мақал-мәтелдерді білесіздер ме? Иә, 96%, жоқ 4%. Мақал-мәтелдерде қандай сандар жиі кездеседі? 1 – 18%, 3 – 2%, 7 – 40%, 100 – 40%. Құрамында сандар бар мақал-мәтелдерге мысал келтіріңіздер. Білекті бірді жығады, білімді мыңды шығады, 18 адам. Бір күн ұрыстың 40 күндік қырсығы бар, 6 адам. Досыңды 3 күн сынама, 3 жыл сына, 11 адам. 7 атасын білмеген жетімдіктің белгісі, 16 адам. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл, 18 адам. 100 теңгем болғанша 100 досым болсын, 20 адам. 100-ден жүйрік, 1000-нан тупар, 15 адам. Результаты данного опроса показали, что мои одноклассники больше знают пословиц с числами на родном языке и затрудняются перечислить пословицы с числами в русском языке. Пословицы и поговорки с числом 1. Единица. Изобретение математиков. Она нужна для счета, и в магии чисел ее не существует. В древних текстах слово «один» употребляется нечасто и обозначает нечто неделимое, целостное, такие как Бог, космос, Вселенная. 1 в поле не воин, 1 в море не рыбак. Анализируя данные и другие пословицы, я заметила, что число 1 употребляется часто в других формах, а именно употребляется в различных падежах и могут выполнять роль так главного члена предложения и второстепенного члена предложения.
Пословицы и поговорки с числом 2. В магии чисел двойка как бы есть, но как бы вроде ее нет. Просто деление на свет и тьму. Старый друг лучше новых двух. Пословицы и поговорки с числом 3. 3. Первое в магическом ряду число. Оно открывает настоящий магический счет. С ним появляется что-то действительно новое. Время мы делим на 3. Прошлое, настоящее, будущее. Пространство мы делим на 3. Ширину, длину, высоту. Заблудиться в 3 соснах. Пословицы и поговорки с числом 7. 7. Самое путанное число на свете. Семерка – число, которое используется, чтобы указать на что-то необычное, даже сверхъестественное. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот здесь 7 чудес света. Меня очень заинтересовало число 7, которое часто использовалось нашими предками. Это одна из почитаемых у нашего народа цифр. Я представила его в виде кластера. Жеті, жеті шелпек, жеті пір, жеті жарғы, жеті жот, жеті ата, жеті амал, жеті мүше, жеті жетім, жеті жоқ. Пословицы и поговорки с числом 9. Таинственную силу приписывали древние числу 9, причем одни времена добрую, а в другие времена злую. Тоғыз құмалақ. Қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Акыл ой ойны. Приведите пример пословицам с числами. Один в поле не воин, 14 человек. Одна нога тут, другая там, 8 человек. Согнулся в 3 погибели, 12 человек. 7 одного не ждут, 14 человек. 7 раз отмер, 1 раз отрежь, 13 человек. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, 20 человек. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, 8 человек. Сұрақ. Сіздер құрамында сандар бар мақал-мәтелдерді білесіздер ме? Иә, 96%, жоқ 4%. Мақал-мәтелдерде қандай сандар жиі кездеседі? 1. 18%, 3. 2%, 7. 40%, 100 40%. Құрамында сандар бар мақал-мәтелдерге мысал келтіріңіздер. Білекті бірді жығады, білімді мыңды шығады. 18 адам. Bir күн ұрыстың 40 күндік қырғысығы бар. 6 адам. Досыңды 3 күн сынама, 3 жыл сына. 11 адам. 7 атасын білмеген жетімдіктің белгісі. 16 адам. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. 18 адам. 100 теңгем болғанша 100 досым болсын. 20 адам. 100-ден жүйрік, мыңнан тұпар. 15 адам. Результаты данного опроса показали, что мои одноклассники больше знают пословицы с числами на родном языке и затрудняются перечислить пословицы с числами в русском языке. Пословицы и поговорки с числом 1. Единица. Изобретение математиков. Она нужна для счета, и в магии чисел ее не существует. В древних текстах слово «один» употребляется нечасто и обозначает нечто неделимое, целостное, такие как Бог, космос, Вселенная. Один в поле не воин, один в море не рыбак. Анализируя данные и другие пословицы, я заметила, что число 1 употребляется часто в других формах, а именно употребляется в различных падежах и могут выполнять роль так главного члена предложения и второстепенного члена предложения. Пословицы и поговорки с числом 2. В магии чисел двойка как бы есть, но как бы вроде ее нет. Просто деление на свет и тьму. Старый друг лучше новых двух. Пословицы и поговорки с числом 3. 3. Первое в магическом ряду число. Оно открывает настоящий магический счет. С ним появляется что-то действительно новое. Время мы делим на 3. Прошлое, настоящее, будущее. Пространство мы делим на 3. Ширину, длину, высоту. Заблудиться в 3 соснах. Пословицы и поговорки с числом 7. 7. Самое путанное число на свете. Семерка – число, которое используется, чтобы указать на что-то необычное, даже сверхъестественное.
7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот здесь 7 чудес света. Меня очень заинтересовало число 7, которое часто использовалось нашими предками. Это одна из почитаемых у нашего народа цифр. Я представила его в виде кластера. Жеті, жеті шелпек, жеті пір, жеті жарғы, жеті жот, жеті ата, жеті амал, жеті мүше, жеті жетім, жеті жоқ. Пословицы и поговорки с числом 9. Таинственную силу приписывали древние числу 9, причем одни времена добрую, а в другие времена злую. Тоғыз тұмалақ, қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Акыл ой ойны. Пословицы и поговорки с числом 12. Очень почитается число 12. 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 делений на циферблаты часов, сервизе на 12 персон. Число 12 замыкало свет. Пословицы и поговорки с числом 13. 13 сулит одни неприятности. Оно простое и делится только на себя и единицу. Суеверия, связанные с числом 13, оказались наиболее устойчивыми и получили наибольшее распространение. Пословицы и поговорки с числом 100. 100 – число, выражающее полное совершенство. Эра делится на столетия. Число 100 состоит из единиц и 2 нулей. Цифра 1 с языка числа переводится как энергия. Цифра 0 переводится как созревание или засыпание энергии. Заключение. Люди с древних времен выкладывали в числа определенный смысл. Все это нашло отражение в устном народном творчестве, в том числе и в пословицах и поговорках. Оказалось, что чаще всего в пословицах и поговорках встречаются числа 1, 3, 7. Всем спасибо за внимание.